Общественность Якутии готовится к празднованию 120-летия Максима Кировича Амосова. И, конечно, мы рады вас видеть. Спасибо вам большое, что вы принимаете нас в родной своей квартире, где вы проживаете с Владимиром Михайловичем, где выросли ваши прекрасные, замечательные сыновья. Расскажите, пожалуйста, где родился Максим Кирович Амосов? Это очень спорный вопрос, но наша родная бабушка со стороны папы рассказывала не мне, поскольку меня еще тогда в живых не было, а рассказывала Але и Яне. Аля там жила, что Максим Кирович родился на острове Ачигэ-Ары в декабре. Это родовое гнездо, как она говорила, родовое гнездо Амосовых. С какого века, не знаю. Как-то по молодости лет уточнять, не у кого было. Потому что тогда другие вопросы стояли, вопросы жизни и выживания. А где кто родился, это было как-то не очень важно. Но вот Яне, бабушка ее со стороны папы, там, когда она приехала первый раз после всех этих событий в Якутию, она ей сказала, это даже записано, по-моему, в книге, что у тебя круглое лицо, единственное у всех, у Али не круглое, у меня тоже, а у тебя круглое яйцо, ты вылитый мы, и твой отец родился вот на острове в декабре, в холод. Этот остров – родовая земля Амосовых, уходящая вглубь веков. Общественная организация, которая изучает генеалогию древа наших родов на слегах, выступила на сегодня, обратилась с предложением, и мы знаем, совместная работа ведется главы Хатырыкского наслега Алексея Михайловича Пенигина и руководителя общественной организации Аргунова Константина Ильича. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такой инициативе? Как вы относитесь к такой инициативе по изучению родословной Амосовых? Я отношусь положительно, потому что знать точную историю предков – это очень здорово. И эта работа в советское время была запущена, и считалось это ненужным, не модным. Но мы все же произошли-то откуда-то, от кого-то. И это очень важная и очень нужная работа. Тем более, что якуты – это кочевой народ. Если он живет в данный момент в этой местности, это не значит, что он тут произошел. Откуда он сюда пришел, вот это вот и надо изучать нашим специалистам, которые изучать вот сейчас будут родословные. И тогда прекратятся все споры. Я знаю, что вот споры о том, из какого местечка в Мадуциле или Хатырык будут считаться рождением папы, они всегда были связаны с тем, что в зависимости от этого финансирование этим поселением будет другое. Они так считали, руководители эти. И там спор был еще при жизни мамы. Но мама, вот насколько я помню, всегда говорила, что папа родился на острове в декабре, и это родовая земля Амосовых. И там есть вот родственник моей сестры, двоюродный муж Ганя, который очень хорошо знает все предания Хатырыка и Нанцев. Лена Максимовна, уточните, пожалуйста, на каком острове? Ачигэ-Ары. Ачигэ-Ары. Он все это знает, и он нам даже рассказывал, что есть такое, предание, что те, кто прожил на этом острове очень долго, они самые мудрые и самые
умные люди на Слего. Так вот, дольше всех на этом острове, получается, прожил папа. Потому что он прожил там не месяц, не два, а все свое детство. Он там избегал, как мне говорила его сестра, избегал, он знал весь остров наизусть, каждую выбоину там, каждую, и плавал там в реке. Ну, все, где рыба какая водится, где что, он все знал наизусть, потому что он вырос на этом острове. И это родовая земля, как она говорила Яне, это родовая земля рода Амосов. Так ли это или не так, я не знаю. Я не занималась изучением этого вопроса. Но вот наша бабушка со стороны папы это утверждала. И Яна это помнит. Но подтвердить мои слова сейчас уже некому. Ни Яны нет, ни бабушки нет. А интересы чисто финансовые, как вот я считаю. Потому что если это другое финансирование идет, когда это родина папы. Лена Максимовна, скажите, пожалуйста, мы с вами обсуждали вопрос, конечно же, главным достоянием Максима Кировича Амосова являются его дочери, дети Максима Кировича Амосова. Расскажите, пожалуйста, о своих сестрах и о себе кратко. Очень приятный вопрос. Сестры у меня были удивительные женщины. Они были очень умные, очень ответственные. Особенно Але досталось. Потому что когда отца арестовали, ее заставляли отречься от папы, от фамилии. А мама ей сказала: отречешься от отца, домой не приходи. И ее били в школе, во всех местах, где она жила. А жили тогда они сначала во Фрунзе, потом в Москве. И везде ее били за то, что она не отказывалась. Там, раз мать сказала домой не приходи, но не отказывалась, осталась верной. Более того, она трижды защищала кандидатскую диссертацию. Каждый раз новую, на новом месте работы. Потому что блестяще она защищалась на кафедрах. Как только выходили на комиссию, сверху приходил приказ: член семьи изменника Родины не может быть кандидатом технических наук. Вот Аля пережила вот это все. А самое главное, она пережила трагедию ареста папы. Папа для нее был кумиром. И вот вы представляете, девочке 13 лет, когда его арестовывали, его начали бить сразу, как вошли в квартиру. На глазах у всей семьи. Мама на одной руке держала меня. Мне было 2 месяца. Другой рукой закрывала Яне глаза. На Алю рук не оставалось. И Аля видела все истязания, которым подвергался отец. Она сначала к нему бросилась, и, как мама рассказывала, ее отшвырнули под кровать и не выпустили оттуда, пока не кончили бить. А обыск шел всю ночь, потому что папа писал книгу, и вся квартира была установлена рукописями и книгами, по которым он писал книгу. Обыск был всю ночь. И поэтому Аля у нас очень болела после этого. Ну, представляете, любимого отца вот так вот, все истязательства. Я ничего не понимала, 2 месяца мне было. А я не мама другой рукой закрывала лицо. Кроме того, Алю заставляли отречься от отца в школе в Киргизии, в школе в Москве.
Она трижды защищала кандидатскую, на каждый раз на новую тему. И наверху ВАК не утверждал, потому что член семьи изменника Родины не может быть, не имеет права быть кандидатом технических наук. Тем не менее, Елена Максимовна, Аля добилась больших успехов в этой жизни. Расскажите, Она, да, пожалуйста, об этом. она стала кандидатом все-таки. И ее очень уважали. Она работала в Министерстве пищевой промышленности. Отвечала там, была ответственной за большой участок работы. Ну, представляете, человек трижды научную диссертацию заново делал. Более того, она, значит, первый раз вот она защищала диссертацию, она пищевой институт закончила, в другие институты ее просто не приняли, несмотря на отличный аттестат. Мама с ней исходила все институты Москвы за руку. И только в пищевом институте ее приняли. И то приняли на машиностроительный факультет, потому что там дочь врага народа навредить не могла. И могла учиться, получить высшее образование. То есть Але досталось больше всех. И она таки защитилась после смерти отца. В 1956 году стала кандидатом. Ее очень ценили, она работала в министерстве. Более того, она посещала самые высшие курсы Совмина по повышению квалификации. Это с ее-то судьбой в те годы. А скажите, пожалуйста, какой она была дочерью и какой она была сестрой? Ну, дочерью она была самой любимой, старшая. Отец ее в 3 года посадил на коня, брал с собой на охоту, на рыбалку. Он учил ее плавать, играть в шахматы, стрелять. Она наравне с ним все это делала. Он ее очень любил. И вот поскольку он был член ЦК и руководитель республики, а тогда одежды-то не было никакой, и давали все в распределители. То есть папа одевал всех своих женщин, а их у него было много. Он не забывал своих родителей в Якутии. Вот там мама, Аля, ну Яна маленькая была. Он очень ее любил. И она очень хорошо играла в шахматы, наравне со всеми взрослыми. А как старшая сестра? А как старшая сестра она воспитывала вас? Вы знаете, стыдно сказать, у меня уже родились дети, и каждое утро в 7 часов утра она звонила и говорила: Лена, сегодня на улице холодно, оденься, пожалуйста, тепло. Ты варежки не забудь, носки шерстяные одень, ритузы одень, прошу прощения. То есть она нас вот... и Яну, и мне она звонила. В 7 часов утра был звонок. Вы оделись, сегодня такая-то погода. То есть она о нас заботилась до конца своей жизни. Она очень любила моего сына Максима и Янину дочку Аленку. Она им читала книжки. Она же блестяще знала 2 языка, английский и немецкий. Она переводчиком была, когда были... Первый раз у нас было кинофестиваль международный. Ее взяли переводчиком. Она переводила, тех, кого ей присоединяли, она знала в совершенстве английский и немецкий. У нее были блестящие математические способности. То есть она, вся в отца пошла, очень способна к наукам была. Но она какая-то была вот арест отца сломал ее.
Потому что, ну, вы сами понимаете, особенно в Средней Азии, с высот упасть издевались же по полной. И это даже в приговоре сказано, что органы НКВД были наказаны за издевательство над Амосовым. В первую очередь, когда реабилитация была, они все были исключены из партии и так далее. Документы у меня есть. Ну, Азия есть Азия. И там... Ну, папу там очень любили и боготворили. Да и, конечно, пришлось тяжелее всех. Яна поменьше, ей все-таки 12 лет было. Это Тали 12 лет, ей 6 лет. Ну, а мне это было все равно, я огромная была. Я выросла уже как дочь врага народа, член семьи изменника рода. Этим все определялось. Так что Але досталось больше всех. Она трижды защищала кандидатскую. Все проходило блестящие научные советы, а ВАК единственная причина отказа, что дочь врага народа не имеет права быть кандидатом на... Яна Максимовна тоже ведь защищалась. Она кандидат наук. Яна, да, кандидат наук. Но ей легче было, уже было другое время, это уже было хрущевское оттепель. Я хочу сказать, что все дочери Максима Кировича Амосова... Мы все да, кандидаты. Да, все Каждый из нас в своей области защитились. состоялся. Да. Яна вообще была